вводите мастер ввода данных, всех сотрудников вам вносить на этом этапе не обязательно. Вы можете внести либо же только себя, либо же кого-то одного из пользователей, то есть из тех педагогов, кого вы знаете. Кого из сотрудников вы вносите? Так как у вас организация сейчас получается, да, по которой вы будете работать, дополнительного образования, то есть по работе с вашими кружками, секциями, то вы, соответственно, вносите тех педагогов, которые работают именно по дополнительному образованию. Это тоже, надеюсь, понятно. Так, для того, чтобы добавить сотрудника... Да, слушаю вас. Ага, я бы хотела спросить, а полностью сотрудников всех вносить не надо, только вносим педагогов доп. Образования? Для того, чтобы произошла интеграция с навигатором, вам нужно внести, да, только сотрудников дополнительного образования. У вас же, получается, организация, сейчас вот вы входите, да, у вас организация вот тип дополнительное образование. Не дошкольное, а дополнительное образование. То есть вам всех сотрудников, да, всех педагогов вносить не обязательно, так как они у вас внесены в основную вашу организацию, в дошкольную. Хорошо, спасибо. Так, для того, чтобы здесь внести сотрудников, вы нажимаете... Продолжаю, да? Для того, чтобы здесь внести сотрудников, вы нажимаете кнопочку «Добавить». У вас открывается страница. У вас открывается... Прошу микрофон выключите, пожалуйста. Так, у вас открывается сотрудника, точнее, у вас открывается страница по добавлению сотрудника. Вы прописываете фамилию, имя, отчество. Так, дату рождения. Пол указываете, обязательно прописываете логин и пароль. Если система у вас, когда вы сохраняете карточку сотрудника, и система вам говорит, что данный логин уже используется, это ничего страшного. Это значит, что вам нужно просто изменить логин данного сотрудника. То есть добавить либо в конце цифры, либо же добавить буквы. Логин, Анна Николаевна, добрый день. Я вот про логин сейчас и говорю. Так, потому что у нас Ивановых Иван Ивановичей может быть очень много, да, поэтому мы сразу поставим в конце цифровую аббревиатуру. Так, и далее прописываем пароль. Ниже у вас стоит, смотрите, галочка. Если она у вас установлена, то пользователь при первом входе... Так, я себя... Так, при первом входе должен... Так, а если установлена данная галочка, выключите, пожалуйста, микрофоном. Фонит, я себя слышу повторно, не совсем удобно. Так, давайте продолжаем. Вроде перестала фонить. Так, если установлена данная галочка, то ваши сотрудники при первой авторизации обязательно должны заменить свой пароль. Если же галочку снять, то ваши сотрудники в дальнейшем могут заходить и под тем паролем, который вы им выдали. Так.
Значит, заполнили. Обязательно проставляем функции пользователей, какую роль в системе данные пользователи будут играть. Можете установить несколько, да? Но единственное, что сразу предупреждаю, не могут сочетать несколько функций пользователей технический персонал. Ну, это если вы будете добавлять всех сотрудников, да, своих, включая технического персонала. Так, проставили. Нажимаем «Сохранить». И у нас, видите, да, система прописывает, что добавлено определенное количество записей, в данном случае 1. Подскажите, пожалуйста, а если на данном этапе я сотрудников не добавила, я же их в последующем могу добавить, когда буду вносить сведения о программе? Да, можете, но система вас дальше не пустит, пока вы не добавите кого-то, еще одного из сотрудников, обязательно с ролью педагог. Угу, все хорошо. Так, значит, сотрудника мы с вами добавили, присвоили ему функции пользователя педагог, зауч и администратор. Идем дальше к предметам. Еще раз повторяю, что здесь всех сотрудников и все предметы добавлять не нужно. Вы вносите примерную информацию, которую, если вдруг вы добавили неверно, вы можете потом ее изменить. Так, на шаге предметы, соответственно, вы должны добавить тот или иной предмет, по которому работает ваша организация. Обязательно нужно выбрать образовательную область. Почему здесь, на этом этапе, очень много образовательных областей? Потому что образовательные области добавляют также образовательные организации. И, соответственно, как бы та же самая математика может быть у кого-то в области там, математические, у кого-то, прошу прощения, у кого-то другие еще внесены, да? Так, давайте мы с вами, допустим, туристическо-краеведческая направленность. Так, полная давайте. Выберем, пропишем краеведение. Так, сокращенное название такое же поставим. Так, и прописываем общий предмет. Будет такой же. Так. А кружки тоже там же добавляем, да? Детский сад. Кружки добавляете, вы не здесь. Микрофон выключайте, пожалуйста, фонит. Так, значит, прописали, сохраняем. Здесь же мы должны выбрать преподавателя, того, которого мы с вами добавили. Пока можем добавить, ну, как бы его. Если он у нас не ведет данный предмет, все равно добавляем его. Когда пройдем эти 6 шагов мастера ввода данных, потом изменим. Так, сохраняем. Возвращаемся обратно. Так, видим, да, у нас предмет один добавился. Извините, пожалуйста, а подгруппы предмета не добавляем, да? Давайте сейчас пошагово здесь пройдем мастер ввода данных, потом уже отдельно. Так, значит, идем дальше. Дальше идет у нас нагрузка. Нагрузка – это недельное количество часов, по которым обучаются ваши дети. Не годовое, а недельное. Автоматически система проставляет, ну, тут большое количество часов, ну, как для детских садов, это очень много. Для школ, допустим, или для организации дополнительного образования это нормально. Вы здесь изменяете.
И еще такой момент. Детские сады пугаются, говорят, ой, что это у нас такое большое количество классов, почему у нас вообще классы, мы не школа. Я вам объясню так. Когда организация новая, все организации, в том числе и дошкольные, проходят один и тот же этап. Мастер ввода данных. Он обязательный для всех организаций, и он одинаковый как для школ, как для организации дошкольного образования и для организации дополнительного образования. Это у вас не классы, да? Это у вас года обучения. Если у вас кружок рассчитан на 1 год обучения, то есть нет продолжающего года обучения, тогда вы часы выставляете только на цифре 1. Если у вас кружки рассчитаны на последующие года обучения, соответственно, вы устанавливаете последующие года обучения. То есть, надеюсь, это понятно, да? То есть, допустим, вот мы с вами краеведение внесли, краеведение, допустим, у нас рассчитано на 2 года обучения. Тогда, соответственно, я проставляю часы на цифре 1, на цифре 2, да? То есть 1-й год обучения и 2-й продолжающий год обучения. Остальные часы я зачищаю. То есть вы ставите здесь не нули, а очищаете окошечки полностью. Они у вас должны быть пустые. Надеюсь, здесь понятно. Если у меня краеведение рассчитано только на 1 год обучения, соответственно, я убираю, где 2-й год обучения, оставляю только на 1-м году обучения. Надеюсь, понятно. Так, ну давайте поставим там 2 года обучения у меня будет. После того, как вы прописали, соответственно, мы сохраняем. Дальше идем на следующий шаг. Ага, вот. Значит, система нас предупреждает, что не заданы нагрузки по компонентам. Для задания нагрузок нажмите кнопку «Добавить». То есть мы проставили с вами предельно допустимые нагрузки, а дополнительные как бы мы не прописали. Обязательно мы должны разделить, на какие области у нас с вами подразделяются вот наши часы. Нажимаем «Добавить». Здесь у нас компоненты делятся на обязательную часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса. Что такое обязательная часть и формируемая? Если идти по аналогии со школой, ну, также, наверное, в детских садах, есть обязательные предметы, которые должны вестись в образовательных организациях, и необязательные. В дополнительном образовании предполагается как бы так же примерно, что если у вас в организации ведутся какие-то предметы, то они должны либо только по обязательной части быть, если есть формируемая часть, то вы добавляете и ее тоже. Проставим с вами обязательную. У нас с вами сразу же появились дополнительные ячейки. По ним мы с вами тоже должны прописать часы. Они могут быть такими же, как и предельно допустимая нагрузка, либо же меньше. Больше они у вас быть не могут. То есть превышать они у вас их не могут. Система просто-напросто вам не даст их сохранить. То есть мы можем прописать либо 1, либо же 2. 3 мы прописать с вами не можем. Мы проставим здесь 2. Сохраняем. Идем дальше. Вот видите, да? Система нас сразу же пропустила дальше. Следующий шаг. Преподавание. Система сразу говорит, что необходимо задать преподавание только по обязательной части учебного плана. Проставляем галочки. Почему только Извините, по пожалуйста. Да, слушаю вас. Давайте, может быть, я вот завершу мастер ввода данных. Потом, только когда... не мы часы сейчас. Давайте я мастер ввода данных завершу. Потом мы с вами Ну, у нас перейдем к вопросам. Простите, пожалуйста, дайте мне сказать. Потом мы с вами перейдем к вопросам именно по мастеру ввода данных. Если у вас будут вопросы,
вы мне их зададите, и потом уже перейдем к основной странице сетевого города. Так, а почему именно обязательная часть здесь прописана? Потому что мы с вами в нагрузке в предыдущем шаге не прописывали формируемую часть, а указали только обязательную. По академическим часам я объясню так. Во всех организациях преподаваемый час формируется по-разному. Даже в школах. В каких-то школах урок идет 40 минут, в каких-то 45, в каких-то 35. То же самое и по дополнительному образованию. У вас есть и по дошкольному, у вас есть определенные нормативы, по которым, получается, ваш учебный час, как вы говорите, академический, да, должен формироваться из чего? То есть вы ссылаетесь на те нормативы, которые указаны в законе. Так, дальше. Проставили галочки, сохраняем. Микрофон, пожалуйста, выключите. И идем дальше. Все, вот вы видите, да? Поздравляем. Система вам говорит, что вы прошли мастер ввода данных, то есть шаг завершающий, и вы можете, получается, уже перейти к обычной странице сетевого города. Так, для этого, получается, вам нужно нажать на выход. На выход, то есть вы выходите из системы. И заходите в сетевой город. Заново же, если у вас произошел сбой, да, по вашей организации, ищите вашу организацию, проводите логин и пароль. У нас идет семинар, но звука вообще нет, просто вот. Что это вдруг включилось? Коллеги, просим отключить микрофоны. Так, значит, проходим авторизацию повторно. Нажимаем «Войти», то есть вносим логин и пароль. И система вас сейчас пропускает уже на стандартную страницу сетевого города, где вы уже работаете согласно, так, прошу прощения, согласно тем инструкциям, которые были направлены через управление образования. Так, вопросы у кого есть? Да. У меня вот такой вопрос. А если по часам вот в самом начале неправильно заполнили, как можно исправить? Я вам изначально сказала, вы вносите, когда проходите мастер ввода данных, вы прописываете примерные данные. Когда вы уже зайдете на страницу сетевого города, обычную, там вы уже можете изменить. Ничего страшного нет. Поэтому, когда вы к нам звоните и спрашиваете, мы всегда вам говорим, мастер ввода данных, ничего страшного, вы по-быстренькому должны пройти и внести примерные данные. То есть не прям все изначально прям точные, примерные данные вносят. И последний вопрос. Мы вот должны внести программы. Их можно внести в PDF-ном формате, то есть сканированные, или они должны быть в Word? Это вы, пожалуйста, уточняйте у специалистов управления образования, либо же у специалистов юных якутян по требованиям, какие у вас должны быть программы размещены. Все, спасибо. По мастеру ввода данных еще есть вопросы? Есть вопрос за 97-й. Так как я просто слушаю, я много не понимаю. Мне можно будет с вами созвониться и еще раз прослушать эту консультацию или как-то еще? Еще раз вы это можете прослушать, посмотря запись данного семинара. А где он будет? Будьте на YouTube-канале Института новых технологий, все записи наших обучающих семинаров там размещены. И прошу вас, пожалуйста, будьте корректны, когда вы к нам звоните. И даже вот по поводу вот этого семинара кто-то информацию слил в группу, и нам начали поступать звонки, требующие ссылки. Пожалуйста, если управление образования ваше просит нас провести именно для вас, то есть для детских садов своего муниципалитета, семинар, то это не значит, что остальные детские сады как бы об этом знают.
Они думают, что семинар общедоступный. Но мы проводим только сейчас для города Якутска. Обучение мы проводим пока только по запросу. По навигатору дальнейшее обучение отдельно по муниципалитетам у нас будет проходить на следующей неделе. Так, надеюсь, здесь понятно. Еще вопросы по мастеру ввода данных есть? Да, вопрос. Да, слушаю вас. Анна Николаевна, подскажите, пожалуйста, детей мы будем вручную вводить, кто участвует в кружках? Так, Или да, сейчас... делаем Ага, да, Людмила Георгиевна, я дальше сейчас покажу, отвечу. Так, давайте тогда по мастеру ввода данных я поняла, что вопросов нет. Давайте идем Меня дальше. слышно, да? Да, слышно вас. Ага, вот при добавлении педагогов выходит дублирование. Мы дублируем, да, как-то получается? Это вопрос не по мастеру ввода данных. Давайте дальше пойдем. Я вам дальше сейчас объясню, хорошо? Ага, хорошо. Так, значит, смотрите, когда вы прошли авторизацию, у вас система, ну и когда вы работаете с сетевым городом, может запросить вот это окошечко. Вы можете как бы поставить здесь, да, там выбрать определенный вопрос и ответ на него. Либо же можете просто проигнорировать и идем с вами, работаем дальше. Так, значит, какую информацию вам нужно заполнить в первую очередь? Значит, опять-таки продолжаем. Так, в первую очередь вам нужно заполнить поля по карточке образовательной организации и по программам дополнительного образования. Это делается вот именно вот эти два поля обязательных, потому что чтобы в дальнейшем интеграция с навигатором произошла у вас безболезненно, и ваши все кружки, они отображались в навигаторе и на госуслугах корректно. И, соответственно, информация по вашей организации. Каким образом вы заходите в карточку образовательной организации? Ну, здесь, я думаю, вам уже должно быть все более-менее понятно, потому что с дошкольным модулем вы все работаете, ну, по крайней мере, должны работать. Переходите во вкладку «Управление», карточка образовательной организации, и все поля, которые здесь есть, они у вас должны быть заполнены. В инструкции указаны, перечислены не вот эти все поля, а там часть полей. Именно те поля, которые требуются для интеграции с навигатором. Но вам необходимо заполнить все равно все пустые поля. Это же для вашего удобства, для удобства вашего управляющего органа, то есть для специалистов управления, и для, соответственно, Министерства образования. Значит, те поля, которые у вас редактируются, соответственно, вы их можете самостоятельно редактировать. Те поля, которые заложены серым, вы их редактировать не можете. Вот, допустим, да, видите, что учредитель я не могу редактировать, тип О, статус, управление. Их могут, также получается краткое наименование. Если у вас вдруг произошло изменение в наименовании, то полное наименование можете редактировать вы, а сокращенное наименование может редактировать только специалисты управления образования, либо же мы. Но зачастую редактируют их именно управление образования. Значит, какие поля должны быть у вас заполнены? Это полное наименование прописываете, то есть аббревиатуру пишите желательно не МБОУ, да, а прописывайте муниципальное, бюджетное, образовательное учреждение, такое-то, такое-то. Значит, сокращенное наименование, оно у вас уже установлено. Еще раз повторюсь, если оно у вас отличается от вашего, вы звоните либо нам, либо же в управление образования. Они производят изменения. Так, далее. Тип ООО обязательно должен указан, но он у вас у всех установлен уже автоматически. Ведомство обязательно должно быть проставлено, оно тоже у вас у всех установлено. У вас должен стоять город Якутск. Информацию о нас, она у вас тоже должна быть обязательно прописана. Так, данные по администрации. У вас тоже они обязательно должны быть прописаны. По инструкции там у вас указан только директор,
но вы, пожалуйста, тоже укажите своих заместителей. Так, далее контактная информация. Здесь у вас телефоны, электронная почта, сайт. И если есть адреса дополнительных корпусов, тоже их прописываете. Так, другая информация. ИНН, он у вас тоже в обязательном порядке должен быть заполнен. КПП, ОГРН, ОКАТа, они должны быть тоже обязательно заполнены. Так, из еще обязательных полей это устав. Устав по организации по вашей, он должен быть прикреплен. Каким образом прикрепляете? Соответственно, на скрепочку нажимаете, выбираете файл и добавляете. Так, далее. Остальные сведения, получается, вы прописываете все, в том числе и банковские. Информации по подключению сети интернет тоже просим вас заполнить, потому что данную информацию от нас зачастую требует Министерство образования и Министерство инноваций. Так, и в обязательном порядке еще должна быть прикреплена фотография вашего учреждения. По карточке, надеюсь, здесь все понятно. По карточке образовательной организации все. Следующее поле, которое обязательно должно быть заполнено, это программа дополнительного образования. Она находится во вкладке «Обучение». Переходим в программу дополнительного образования. Так, и, соответственно, для того, чтобы добавить программу, мы с вами нажимаем кнопочку «Добавить». Вопросы по карточке образовательной организации есть? Тишина такая. Петя, ты там отключился, да? Вопрос есть? Нету. Нет. Так, вопросов нет, да? Значит, по карточке, точнее, по карточке, значит, мы с вами закончили. Переходим к программам дополнительного образования. Здесь тоже, в принципе, все просто. Вам необходимо заполнить те поля, которые здесь присутствуют. Прописываете наименование программы, краткое наименование программы. То есть здесь у вас полное идет, здесь сокращенное. Вид прописываете. Направленность программы выбираете. Вид деятельности. Соответственно, проставляете следующие пункты. Если у вас форма заочная, очная, очно-заочная, тоже прописываете. Так, далее следующие поля. Так, здесь я не буду останавливаться, остановлюсь на тех полях, на которых зачастую возникают вопросы. Так, по поводу прикрепления учебного плана, да, формата, как я уже сказала ранее, задавали вопрос, прикрепляете тот формат, который от вас требуют. Это вы уточните, пожалуйста, у вышестоящих управляющих своей организации, то есть либо управление образования, либо же, так как у нас юные якутяне занимаются доп. Образованием, либо же можете уточнить у них. Так, учебный план обязательно прикрепляете. Почему? Потому что он у вас по каждой программе дополнительного образования свой. Не путайте, пожалуйста, с учебным планом, который вы заполняете на всю образовательную организацию. То есть учебный план у каждого педагога свой, и по каждой программе он разный. То есть у одного педагога может быть там 3 или 4 программ, соответственно, на каждую программу у него есть свой учебный план. Так, ну, вроде бы здесь все. Так. Далее вопросы поступали по зачислению детей. Зачисление детей вы выполняете через вкладку управления, вам уже это знакомо. Движение учащихся.
Значит, выбираете надлежащий тип документа, то есть зачисление. Нажимаем «Добавить», прописываем номер документа, дату документа. Соответственно, дата документа у вас должна соответствовать поступлению ваших детей в кружки. Так как у нас учебный год 22-23, соответственно, в рамках этого учебного года вы можете выставлять дату документа. То есть с 1 сентября по 31 мая. Так, нажимаем «Добавить учеников в приказ». И здесь, смотрите, система автоматически у вас устанавливает поиск учащихся для зачисления. Вы зачисляете детей из других организаций, то есть список обучающихся в других организациях. Зачислить детей вы не сможете, пока вы не создадите объединение. После того, как вы создадите хотя бы одно объединение, после этого вам будет доступно зачисление детей в образовательную организацию. Объединение – это, ну, грубо говоря, кружки и секции, да? Так, значит, после того, когда вы вот выберете здесь объединение, куда вы будете зачислять ребенка, нажмете кнопку «Добавить», у вас выйдет фильтраж, по которому вы должны будете выбрать образовательную организацию, с которой вы зачисляете ребенка. Нажимаете далее кнопочку «Применить», у вас выйдет весь список детей, тех, которые обучаются в той организации. Вы проставляете галочками напротив тех детей, которых вы хотите зачислить. После этого нажимаете кнопочку «Добавить учеников в приказ», и дети автоматически в приказ ваш добавляются. После этого вы уже можете просмотреть их в списках своих учеников. А я вот сейчас попробовала, у меня эта кнопка не активна. Она должна быть активна. Так, смотрите, выбираете муниципальный Нет, район, если, допустим, не с вашего, да, муниципалитета. Так, но никак населенный... не Ага. работает. А вот точно, я говорю, я уже по всем вот этим даже прошлась по вкладкам. Эта кнопка у нас не актуальна. Вот, ну, в смысле, она не Кнопка действует. какая? Вот это «Добавить». Вот я зашла, «Добавить учеников». Ага, у нас тоже нет. У нас Захожу, тоже не актуально. объединение, Так, соединение, а потом вот давайте. нажимать «Добавить», она не нажимается. Так. У вас права доступа установлены, проверьте, какие. Во вкладке управления права доступа. Вот у меня сверху написано «Админ». Все равно зайдите во вкладку управления, права доступа, администратор, и проверьте, стоят ли у вас галочки установлены, или везде у вас галочки для редактирования. Угу. Сейчас посмотрю. По-моему, он не дает двум админам сразу параллельно, ну, вернее, параллельно зайти дважды. Нет, система дает войти, не дает войти в тот момент, когда вы проходите мастер ввода данных. Если вы мастер ввода данных прошли, то в системе могут работать сколько угодно пользователей. Понятно. Так, пошли в подснежник, сейчас посмотрим.
Так, все работает. У вас не создано объединение. Вот видите, да, так же, как я вам на тестовой площадке показывала. У вас они не созданы, поэтому вы не можете пока выполнять зачисления. То есть, смотрите, вам нужно перейти во вкладку обучение, объединение только после того, когда вы создадите программы. Так, и добавить объединение. То есть по фильтру указываете все данные и сохраняете. После этого будет возможно зачислить детей в данное объединение. То есть объединение, грубо говоря, это группы, да, если это в детском саду. Если в школе это классы, в дополнительном образовании это называется объединение. То есть это ваши, ну, грубо говоря, кружки. Вот. А у вас их нет, то есть они у вас не созданы. Вам нужно их создать. Так, у вас программа дополнительного образования одна, и то есть вы ее создали, и теперь вам нужно создать объединение. После этого вы сможете добавить учеников в приказ. Вопросы еще есть? Петя, меня слышно? Нет, спасибо. Вопросов нет, да? Так, Кружки, ну, получается, это объединение, да? А программа, получается, там мало их, да? Микрофон, пожалуйста, выключите. Так, да, смотрите, программы это отдельное, ну, получается, да, то есть программы, по которым обучаются дети. Объединение – это кружки, то есть в которых обучаются дети. То есть программы – это потому, почему обучаются дети по данным программам, а объединение – это кружки, по которым обучаются дети. То есть у вас, в принципе, могут совпадать наименования ваших программ с объединениями. Так, еще вопросы есть? Хочу добавить объединение, но у меня кнопка не активна. Что делать? Объединение, кнопочка активна, вы можете добавлять. Так, ну вот я вижу, тут уже создали объединение, да? Так, теперь давайте тогда вот посмотрим движение. Сейчас я вам покажу тогда. Так, зачисление. Список обучающихся ЮСО, видите, да, сразу появилось объединение для зачисления. Нажимаем «Добавить». Далее по фильтру вот выбираете организацию, с которой вы зачисляете. Если вы зачисляете со своей же организации, выбираете, соответственно, дошкольное образование, выбираете здесь у нас 102-й детский сад, да, выбираем подснежник. Выбираем, здесь можете указать по фильтру по фамилии, можете полы выбрать, чтобы все, допустим, не выходили, и нажимаем «Применить». У вас загружается список детей, выбираете галочками, кого вы хотите зачислить, и нажимаете «Добавить учеников в приказ». Так, мы добавлять не будем. Для того, чтобы удалить объединение, вам нужно его выбрать, нажимаете на него, да, и нажимаете кнопочку «Удалить». Но удалить объединение можно до того момента, пока оно у вас нигде не задействовано. То есть пока вы в него не зачислили детей и по нему не создан учебный план и не создано расписание. И еще вопросы поступают такие по предметам. Говорят, что вот у меня невозможно добавить к данному объединению предметы. Да? Вот давайте сейчас пройдем. Значит, предметы можно добавить только тогда, когда вы составили учебный план по данному объединению, прописали там определенное количество часов. Только тогда вы сможете добавить предметы. Так же, как и расписание, вы можете составить только тогда, когда вы заполнили учебный план и составили время занятий. Так, еще вопросы есть? Так, ну, вопросов, думаю,
Нет, мы с вами уже почти час на семинаре. Так, а если у вас возникают вопросы, вы можете звонить нам в техподдержку 318-220. Здравствуйте, еще раз. Вот Слушаю. спрашивала про добавление педагогов. Там выходит дублирование. По педагогам. Значит, смотрите, переходим в сотрудники. Вы можете брать детей, точнее детей, так, прошу прощения, у меня уже все, заговариваюсь. Так, вы можете брать сотрудников, если у вас система говорит, что данный сотрудник уже есть, да, и он совпадает с тем сотрудником, который работает по вашей основной организации, вы можете поставить галочку на него и применить его, добавить его к себе. Но все равно предупреждаю, что логины и пароли у сотрудников у ваших должны быть разные, потому что организации разные. Но сотрудник, получается, у вас будет один и тот же. Анна Николаевна, Получается, в детский сад я захожу по-другому, а в доп. Образование по-другому, да? Все верно. Спасибо. можно вопрос, Анна Николаевна? Вот Да. когда я буду заносить программу, зависит ли от количества всех внесенных программ при объединении воспитанников? Или неважно? Вот я могу, занесла я одну программу, хореографию, например, да, и уже перешла на вкладку объединения. Или надо все программы внести, а потом только объединение? Нет, не зависит. Вы можете постепенно вносить, допустим, программу внесли, создали объединение, программу внесли, создали, можете так делать, без разницы. Можете сразу все программы добавить, а потом кому как Объединение. удобно. Ага, Да, всё. кому как удобно. Еще вопрос есть? Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, когда будет, можно будет посмотреть еще раз это обучение? Сегодня, скорее всего, после обеда уже загрузят на YouTube данный семинар, и можете его просмотреть еще раз. Ссылка будет на этот YouTube-канал? Зайдите, пожалуйста, в YouTube, найдите, вбейте в поисковике «Институт новых технологий», у вас выйдет наш канал, и вы можете там найти уже данную трансляцию. Хорошо, спасибо. Повторите, пожалуйста, номер телефона, к которому можно обратиться. Техподдержка 318-220. Спасибо. И когда вы звоните в техподдержку, пожалуйста, если у вас какие-то ошибки выходят или еще что-то, вы сразу их себе выписываете или же делаете скрины, чтобы время не задерживать, чтобы вы сразу нам сказали, потому что для того, чтобы выяснить, в чем проблема, нам обязательно нужно узнать, в чем была ошибка. То есть если это системная ошибка какая-то, чтобы вы нам сказали, что там прописано, система сказала то-то. Тогда мы сразу понимаем, в чем была ошибка ваша, либо же это системная ошибка. То есть проще так будет и вам, и нам удобнее. И еще такой момент. Когда вы входите в систему, меняете пароли, пожалуйста, их запоминайте. Эту неделю мы вам восстанавливали по телефону, сбрасывали на те, которые вам выдавало управление образования, для того, чтобы не задерживать работу. Следующие, пожалуйста, разы вы пишете запрос на почту. Восстановление паролей будет возможен только по запросу. Если вопросов больше нет, давайте тогда с вами завершать. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот приказ по зачислению мы делаем тот же, что делали по навигатору от 1 сентября, или новый сейчас делаем от января? Ну, я на эти вопросы вам ответить, к сожалению, не могу. Я могу вам ответить на технические вопросы. Уточняйтесь, пожалуйста, у управления образования, либо же у юных якутян. Здравствуйте, а еще можно вопрос? Да, слушаю вас. Подскажите, а сюда мы вбиваем, получается, только платные или бесплатные кружки? Это тоже, пожалуйста, вопрос задавайте юным якутянам, либо же специалистам управления образованием. По технической части я вас могу проконсультировать только по технической части. Здравствуйте, можно задать вопрос? Да, слушаю вас.
Я пытаюсь зайти в СГО через дошкольное образование. У нас говорит, то, что пароль неверный. А через дополнительное образование нас в образовательных организациях совсем нету. Это МБДУ ДС номер 91. Если вас нет в организации, это может быть две причины. Либо же вас не было в списках, направленных нам юными якутянами, либо же мы случайно ошиблись. Просим вас перезвонить в таком случае в техподдержку. Ага, хорошо, спасибо. Помочь вам не могу на связи по семинару. Так, давайте, если у вас возникают вопросы, звоните, пожалуйста, 318-220, проконсультируем вас. На этом давайте завершать. Всем спасибо за присутствие. Всего доброго, терпения, дальнейшей работы. До свидания. До свидания.